Оздоровительный лагерь Эрзи теперь может принимать 500 человек за смену. Место детского отдыха посетил глава региона. У нас официальная позиция МИГОВ: в Магасе будет однострельных школ. Но не только вопрос обучения по месту жительства и ряд других острых тем обсудили на сходе граждан в Магасе. Особенности псевдонациональной свадьбы. Не путайте традиции с безрассудностью. Как выжить в кортеже и не только, расскажем в выпуске. Если не могут вывести свадьбу, оставлять, пускай оставляют у себя дома эту свадьбу. Но зачем поляк засорять? Мусор в качестве органического удобрения фермера не устраивает. Кому надо, тот поймет. А вот кому надо – вопрос. Принимать будем участие в полном составе. Акцент на самом форуме делегация Ингушетии делает на 25-летие нашего региона. Ну и, конечно, самые рентабельные проекты ближайшего будущего. Узнаем, кто планирует защищать интересы региона на Машуке. Это новости 24. Здравствуйте. Глава республики посетил ряд объектов горной части Ингушетии, в их числе карьер, комплекс «Дорога жизни» и детский лагерь Эрзи. По карьеру руководитель региона поручил выдать лицензию и благоустроить прилегающую территорию. Юнусбек Евкуров отметил, что ее необходимо огородить, и на объекте должны соблюдаться все меры безопасности. В оздоровительном лагере Эрзи глава региона пообщался с детьми и их воспитателями. Юнусбек Евкуров побывал в комнатах отдыха, игровых, столовой и медицинском кабинете. Реконструкция детского оздоровительного лагеря проведена в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» до 2016 года. Лагерь может принимать около 500 человек за смену. Сегодня исполняется 75 лет со дня начала Сталинградской битвы, важнейшего сражения Великой Отечественной войны. Оно продолжалось 200 дней и де-факто решило исход войны, сделав поражение фашистской Германии окончательно неизбежным. С первых дней этой легендарной битвы в ней участвовал 255-й отдельный чечено-ингушский кавалерийский полк, включенный в оперативную группу генерала Чуйкова, действовавшую на дальних подступах к Сталинграду. Первым командиром полка был выдающийся кадровый офицер-кавалерист майор Япон Сабадиев. Известные и увековеченные имена не менее 87 ингушских воинов, офицеров и рядовых участников сражения, многие из которых пали смертью храбрых под Сталинградом. На одной из мемориальных плит на Мамаевом кургане значатся имена Ахмеда Альянова, Измаила Аушева и Башира Костоева. В Волгограде 2 улицы названы в честь героев Советского Союза, подполковников Джабраила Картоева и Япон Сабадиева. Подвиг каждого ингуша-фронтовика, защищавшего Сталинград в составе войск Красной Армии, достоин вечной памяти и преклонения. Строительство дорог, уборка улиц и оплата коммунальных услуг. Эти и многие другие вопросы обсудили на сходе граждан в Магасе. Особое внимание уделили школьному вопросу. Родителей интересовала география обучения их детей. Вопросы возникают в связи с дефицитом мест в столичной гимназии и лицее. Слово Фериде Мержоевой. Атмосфера в зале накаляется с первой же минуты. И дело вовсе не в впечатляющем докладе главы Магаса. Первым делом собравшиеся обращают внимание на отсутствие системы кондиционирования в помещении, а затем уже переходят к проблемам за пределами самой мэрии. Открывая сход граждан, мэр Магаса порадовал жителей, что столица в этом году вошла в список умных городов страны. Организацию ВЭГО – это всемирная организация, которая объединяет умные города мира. В эту организацию входят мировые столицы, такие как Сеул, Токио, Сингапур, Куала-Лумпур, столица Малайзии и другие мировые такие известные города, умные города. И наш маленький по размерам, по масштабам, но с большим сердцем Магас был замечен и тоже был включен в эту организацию. Я считаю, для нас это большой радостью. В этом году в Магасе провели реконструкцию дорожного полотна на Центральном проспекте. В общей сложности новым слоем асфальта покрыли 1,5 километра дороги. Большое внимание в год экологии уделили уборке и благоустройству города. После доклада столичного мэра слово передают местным жителям. Наверное, заканчиваем.
Вопрос тут же берут на заметку и обещают рассмотреть в ближайшие сроки. Его решением займется городской совет. Следующее обращение поступило от многодетных матерей, живущих в 7-м микрорайоне. Женщины поинтересовались, куда исчезли скамейки и мусорные урны, стоявшие на аллее матери. Как выясняется, местные власти не смогли уследить за недобросовестными жильцами близлежащих домов. Аллею просто-напросто разворовали. Если на балансе стоит и совершено хищение, соответственно, необходимо обращаться с заявлением, потому что есть учет, есть двойной учет. Значит, поэтому вот тогда уже станет вопрос об обращении в правоохранительные органы. Значит, не надо бояться статистики, что рост преступности и так далее. К сожалению, пока существует общество, будут отклоняющиеся поведения, если вот там мягко выражаясь, или противоправные, или преступления, или административные правонарушения. Как решается наболевший школьный вопрос, интересуются родители. Они не могут устроить на учебу детей из-за нехватки мест, в то время как и гимназия Марем, и Магасовский лицей переполнены детьми из других населенных пунктов. Через 1,5 месяца детям идти в школу, старший ребенок ходит в школу, а второй не может попасть. Что это такое? Мы живем в 50 метров от школы. Это же несерьезно вообще. У меня есть 4-й ребенок, который должен пойти в школу. Если они об этом знают, почему они берут кого-то еще, когда они знают, что здесь уже есть ребенок, которому уже 8-й год пошел? У нас официальная позиция в Магасе будет односменка во всех школах. Всех мы переведем в 1500 школ, всех, кто не помещается в лицей и в гимназию. Другого выхода у нас нет. Это безопасность детей, это качество образования, это все вместе на это влияет. Городской маршрут в городе развивается потихоньку, городской маршрут. Почему в других городах выходят родители, автобус садятся, приезжают детей, довозят своих в школу и приезжают. Почему мы так не можем? Мы же не можем в эту Марем гимназию весь Магаз засунуть. Не обошли стороной и вопрос выброса мусора в неположенных местах недобросовестными жильцами многоэтажек. Горожанам еще раз напомнили, что местные власти не обязаны за ними убирать. И то, насколько оперативно будут решаться проблемы жителей Магаса, зависит от того, как они будут оплачивать налоги и коммунальные платежи. Передай Миржоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Инцидент на свадьбе в Али-Юрте вызвал большой резонанс в обществе. Глава Ингушетии прокомментировал поведение молодых людей, выступил с резким осуждением. Юнусбек Евкуров провел встречу с председателем правительства Русланом Гагиевым и сотрудниками религиозного отдела администрации. Все подробности в материале. На видео один из приглашенных на свадьбу, исказив старинный ингушский обычай, Муатбастер вылил на невесту спиртосодержащий напиток. Видеоролик в Ютубе вызвал порицание и осуждение в республике и за ее пределами. Глава Ингушетии на встрече сказал о действиях молодого человека, не свойственных нашему народу. مشار دو داشت سخور. جیتوا قمال جزیز و شیء قیقی. یار خواست همش دست دل دارم. صبرش از دلا بولش دبول قاب بولش منور اوزر دواتش بوق. صبرش دیک کیپ یاکی بوق. این начинает над этой молодой невестой издеваться. Малах моди дагигар, мучар динтес. Дай битись, она ответственно битишь. Или новый Эрдиан Хамдовый. Руководитель региона отметил, что представители духовенства должны активно принимать участие в жизни молодежи. Видео, во-первых, шала вообще специально хатваш, телевизор, интернет, ши тейп дагдалатся сега, ши да дагвалатсын, ши юрт дагвалатсын, сееги тейп дай дагвалатсын, жалырчин тейп дай дагвалатсын, Аллахам дагдалатсын. Вот пошли на встречу, да я кажешь хамаш. А да, вот зум дярыш, ирш хам дяр, лежим биш так. Анна хам хандашын. Эхи да ца ахош бон, да он хошум бат. Мухаммад, قبول بيزوي. телевизор чи ахош камел жус дезве. Эхи диш хамдат. Я там дянди ирком да дар, дас. Ваш ком да я ком да ластиш дес. Но профилактика шамдес.
Магомед Хаджи Албагачиев процитировал, что в исламе недопустимо обижать того, кто слабее тебя, тем более, если этот человек, а в данном случае невеста, проявлял ранее к вам свое уважение. Известный религиозный деятель сказал и о большой ответственности родителей за действия своих детей. So tağında mescid yurtuluşda özümekde mescidin bağ buluşda tağında tavır vaka barı diyor tavır ayıca gaceri Allah tepe beti yurt vakası diyor bek bekçe ve daha mutlu xet xeşna bek bekçe gaceri tikaya suxet usta sonuçta işgat zamgoçka yabaqda yahdi keyna bat bal böyle yurt xasluçu xas hamluha xas samhandı xas samhandı تحور يرتش كتاس كميش حركة طابجر أجي يستيلس يستيلتاي أجي ديونيو تا إني تيرت يواش كيرتاج إمام سبارت به سويا هذا هار يرتر تيبا واقع برج حمد إيش لدو درج بنامي جواشته صار والله هم حي اسمه الحمد لله عجبا قوادي على ده تنوع ده هم يسجل اسمه دليل قدر دليل بيخ باقر دولش خجواد حمد نسان قطو الحمد لله أدور نه عشرة تقبلهم سب يسر إز يا سحمد يعني وين سحم كاب كرد يا حلال ده سحم شدش يدو أشجع بادر يا هم جواد يعني غاية تأخذ دقة تأخذ هم بيخس بورده بيخ تأخذ زي تأكيد حمد شو تحمادو ديون تي عمل باچان دوالدش ملقاسين زويقي ملر دلي ملر دوالدش ملر دي تيبش بقى خز دي حنا شو قالس جايقي شو ديو معنى هايقي دوج دو غلط ديو حبلقل ديقي شرطك شي خيانشل دي هات أبوار اس خمي يلنجي شرطك نيت دي هنا شي خيال شي نوقستي إيتي نيت شي وخي شي أستيجر قوتشي بالي شي نيتي غلق دحيقي نيتي حبيح كابوج بوج نوقستي شي غلق دحيقي شي استول الحمد لله شرطك دعب آخر أبي هدا ويدعي قدرجي. Глава Ингушетии дал поручение во всех населенных пунктах провести сходы населения с привлечением кади, имамов мечети, представителей духовенства и общественности, где разъясняли бы молодым людям всю ответственность их поступков. Как-то каким-то образом и самое главное интернет. هقولبن تونيق حمدات يردات يا دولخويل إيش خلي شورجات يا قبرت سنة خديسو سكريشنا بقون زاخت يا صلدوق حمدات يرميان بيجي باب أو مشان مش مشكل والله مزيك إيش ديالش توش ديالش دي ترميدي السنة سوق حوت تدس هذا بداج ليل ده هذا قدر دنيا قيدوار مش تدس سادة إن شاء الله درنا مهما ترجعش بس حتشوين ديقونر وين نقصين بيرجر مدي ودير مدي وتع وقت داستم وقت قدير ددات يعني ستسارة قطعة نتوش توعي شيء تيبن إيش هم تديت المهم حقيقة. Каждое неправильное слово может нести необратимые последствия, которые в ингушском обществе не смыть даже порой кровью. Мужество позором не прославить, и объяснять это нужно с детства, заключил Юнусбек Евкуров. Но поведение некоторых водителей в свадебном кортеже также относится к списку безрассудств, которые чреваты последствиями. Без этого обряда и торжество-то не торжество. Невесту, условно говоря, должно быть слышно издалека. У бравых горячих парней маршрут должен сопровождаться изрядной порцией адреналина. Со стрельбой и громкими сигналами более-менее разобрались. Теперь осталось снизить скоростной накал и опасные маневры. Индир Манкиева об испытании на прочность. Вот так вот, в одно мгновение свадебное торжество оборачивается настоящей катастрофой. Точнее, поездка за невестой зачастую перерастает в состязание некоторых участников процессии. Чтобы поймать хвост невесты, сейчас на что только не идут. И автомобиль рассторанит, позабыв о пассажирах, и показательные выступления проезжей части устроят до конца, выжимая педаль газа. Красивые обычаи в глазах некоторых теряют, как просто повод для безрассудного веселья.
Буквально в прошлом году в Ингушетии был объявлен ВААТ, который ограничил число машин в свадебном кортеже. Если первое время кто-то и придерживался такого запрета, то сегодня об этом явно никто не помнит. Подобные дерзости устраивают, конечно, далеко не всех. Бывает и так, что со двора выезжает 3 автомобиля, а на обратном пути к кортежу примыкает еще несколько. Это как минимум неуважение к старшим, считают многие. دوقد برگ دینت بادر آلچه وشکایی نهبی حتی باش بابر از نوز کل چوک گلاس دوخت تویا از آمده ماشین عادی اترینه ماشینش لوجو شارژ لوجو لور باش بابر سوال قهنه آلچه وای دخو نخد هاتر بقول ناقش حاجة دوت دوت شورت دابو بابق ماشين خرطة سليلش حنا نشلتها دامودا تجزون مخن شلتها از حاجة دشن تكو دان شيء مثلا بام بوغر شيء ده حبانا غته مو دق مو لو شيء خير كشات ماشينش نلو شات شات ماشينش شات نعم ما غازين مديتر كم ماشين دق ما أخذت يا أخي بعد لي شو ديك خدر تسع ماشين وش يقدر ياخذ فدي قو ماشين تشيني أيوة تشيني كي قلبه قال قش ميل خاص له مو هم جلو نا شيء أول وسق وتصدع ماشين ديتر. Такое поведение, согласно религии, конечно, также не одобряется. كينا شايش زعم خضر يا داعي وعشي كذا كرولي صغير دما يغزلون داعي حد ماشين يجي يحتاج صول دي هناك لوز بجمعتكش نيسلوين قصة دي شاش دا ناقد لا بولجناها زي ظلم أجدوي تداش كي اشتمت جرق بقول جادي خردق جاقدي خردق تو سجياج بالش ديبي تارك دي هنو بقول شيء كون داخل شيء كون داخل شيء دبل هرج مالش تارت دي هنو تركم بي دبل هرج مهتي ناها نقولي يجواتش ناها زي ظلم ددواتش. За последнее время в регионе серьезных ДТП с участием свадебного кортежа не зарегистрировано, но сотрудники ГИБДД не собираются, как говорится, ждать у моря погоды. Следить за порядком на дороге каждые выходные привлекается больше инспекторов. Скоро любители подыхать в составе свадебного кортежа будут привлекать уголовной ответственности. В этой же неделе будем проводить ряду мероприятий, кто лихачит на дорогах, кто будет выезжать на полосу встречного движения, создавать препятствия участникам дорожного движения, нарушая эти правила особо тяжкие. Правила будут нарушать, которые приводят тяжкие последствия, мы будем фиксировать это на видеокамеры, будем фиксировать на следующий день, чтобы не создавать эти пробки, останавливать эти машины, этот день не будем препятствовать им и останавливать эти машины и составлять эти материалы. Но на следующий день мы будем смотреть на съемки, видеосъемки, которые мы фиксировали, эти данные нарушения. Эти водители будем привлекать к административной ответственности и вызывать госавтоинспекцию, составлять в отношении них административные материалы. В Ингушетии всегда считалось, что свадьба – это возможность продемонстрировать молодым юношам и девушкам воспитание, скромность и уважение к старшим. Но стрельба и агрессивное вождение говорит о том, что современная молодежь, в отличие от старших, не считает святой обязанностью чтить традиции своего народа и заветы предков. Из Романкива, Рамзан Миржоев, Новости 24. Премьер страны Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения. Теперь появятся новые термины и дорожные знаки особых предписаний, такие как зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств, а также грузовых автомобилей. Также добавится знак «экологический класс транспортного средства». Согласно новым правилам, действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространяется на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта. Изменений коснулись и терминов «разделительная полоса» и «островок безопасности». За многолетний недобросовестный труд наградили участников Общественного совета администрации округа Гамурзиева. Отличившимся вручили грамоты и благодарности. Руслан Албогачиев подробнее об этом. Одним из первых высокую награду за многолетнюю добросовестную работу и активное участие в общественном совете города из рук главы Назранской администрации получает член общественного совета Тархан Костоев.
За последние полгода в административном округе Гамурзиева при активной работе членов общественного совета проделано немало работ. Реконструированы несколько улиц, начата прокладка нового асфальтного покрытия на улице Садовая и строительство школы на 700 мест. Улица Садовая. По просьбе общественного совета мы попросили, здесь стоял огромный трансформатор. Этот трансформатор убрали. Здесь очень много живут, здесь большое население. Здесь находится рядом школа, вот здесь недалеко. Вот, чтобы дети могли здесь ходить. Попросили, сделали дорогу здесь, проложили, вот, немного сделали. Но пока не асфальтировали полностью, но в скором времени обещают. Работа примирительной комиссии – одна из самых значимых и ответственных. Удалось разрешить несколько случаев прощения кровной вражды и мирного решения ссор на бытовой почве. Семейные ссоры мы много раз примирили. Между собой, которые дрались, парни, ребята. Там тоже в многих ссорах мы участвовали, многих примирили мы. Есть у нас и кровные вот эти обиды. Там мы очень много работаем. В этом году, месяца 2-3 назад, с Мальсагом Хамзатом мы примирили 2-3 фамилии. Подводя итоги за первые полугодия 2017 года, руководитель общественного совета округа отметил плодотворный труд каждого участника. Без рассмотрения главы Назранской администрации не осталась ни одна жалоба или просьба жителей. Поставив задачу перед руководством города и республики, активно добивались закрытия очень близко к городу расположенной свалки. Добились этого, закрыли эту свалку. Вот. И сейчас там происходит рекультивация. Это место уже не будет мешать комфортной жизни наших сограждан. План работы общественного совета на второй квартал текущего года уже разработан. Впереди ремонтные работы на нескольких улицах, а также прокладка нового водопровода в Гамурзиево. Руслан Албогачиев, Тимур Карахоев, Новости 24. Награды получили и работники социальной сферы. Внимания были удостоены 7 сотрудников. Им вручили почетные грамоты за вклад в развитие региона и добросовестный многолетний труд. Торжественная церемония состоялась в региональном министерстве труда, занятости и социального развития. Каждый из вас заслуживает самых теплых слов благодарности. Искренне хочу вас поблагодарить за вашу работу и вклад в развитие республики. У многих из них стаж работы свыше 15 лет. Это и социальные работники, и сотрудники домов-интернатов. Каждый их день посвящен помощи тем, кому просто необходимо дружеское плечо и поддержка. В их числе Людмила Звягинцева, которая уже 8 лет работает в Троицком детском доме-интернат для умственно отсталых детей. Свою награду она посвящает воспитанникам. Как-то так получилось, что пришла, наверное, на маленький срок, но до сих пор все еще работаю. Прикипел, наверное, к коллективу. Глядя на наших детей, не все выдерживают, уходят, многие уходят со слезами, но мы, наверное, привыкли уже, привыкаешь, наверное, ко всему со временем. Итоги деятельности за прошедшее полугодие подвели в ветеринарном управлении республики. На итоговой коллегии собрались представители ведомства Россельхознадзора, Управления по охране животного мира, а также правительства республики. Репортаж Марии Местоевой. Работникам ветуправления удалось без ощутимых потерь собственными силами справиться со вспышкой нодулярного дерматита среди крупного рогатого скота. Провели массовую вакцинацию животных. Учитывая опыт прошлого года, когда недуг затронул почти все хозяйства республики, то в этом году управление приняло серьезные меры, чтобы эпидемия не повторилась вновь. В этом году мы еще в прошлом году, зная эту ситуацию, мы в прошлом году побеспокоились, завезли в полном объеме вакцину
с ветеринарией города Москвы и начали заранее еще где-то с конца февраля, с начала марта провели полную вакцинацию против нодулярного дерматита. Вот эти вакцинации, которые мы проводили, и те работы, остальные работы, которые мы проводили, нам как раз дало возможность обеспечить благополучие по нодулярному дерматиту. Помимо прочего, вакцинацию провели и от других заболеваний, таких как бруцеллез или птичий грипп, который еще в начале года вспыхивал в хозяйствах соседних регионов. Согласно плану, который был намечен на прошедшее полугодие, работа управлением выполнена на 90%. Только за прошедший год введено в эксплуатацию 8 ветучастков. Но и это не все. Нам сейчас навстречу идут и главы муниципальных администраций и Сунжинского района, и города Назрани, и Назрани, Молгобекского района. Вот, мы сейчас в Карабулаке дополнительно место установили вагончик для ветучастка. Мы в Нестеровском тоже установили вагончик. В Карабулаке построена раскола. Сейчас надо отдать должное внимание и главам администрации. Они сейчас понимают всю ситуацию. Планов на ближайшее время у ветуправления много. В скором времени будут вводиться новые программы контроля в электронном формате. Это тот же «Меркурий». Теперь все ветеринарные сопроводительные документы будут храниться в электронном формате, что позволит упростить поиск в общем реестре. Ну и ранее в республике не было специализированной ветеринарной лаборатории, которая бы занималась аккредитацией. То в Ростовскую, то в Ставропольскую край, то в Владимир, пробы вывозим туда исследования. Но мы сейчас мы идем, занимаемся аккредитацией, мы составили план. Вот согласно плану мы сейчас ведем в Сунжинском на базе велосипедской сейчас создали мы межрайонную лабораторию, и на базе межрайонной лаборатории мы ведем аккредитацию. В ближайшее время начнется подготовка к очередной вакцинации скота от различных заболеваний, которая планово проводится дважды в год. Мария Мистоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. В СУЗах региона начался прием документов. Ждут абитуриентов в колледже сервиса и быта. Затягивать с выбором ремесла не стоит, потому как конкурс на технические специальности увеличивается из года в год. Зарима Ивлоева рекомендует. Колледж сервиса и быта готовит специалистов более 50 лет. Еще в 1968 году СУЗ был открыт на базе швейной фабрики. Но с течением времени к швейному делу присоединились и другие специальности. У нас такие специальности, как швея, модельеры, повар-кондитер, закройщик. В этом году у нас еще открылась новая специальность, как сетевое системное администрирование, потому что на многих организациях, в многих учреждениях требуется такой специалист, как системный администратор. Для системных администраторов до начала учебного года обещают оборудовать современный компьютерный класс. Каждый год СУЗ выпускает более 300 ребят. Стараются решить здесь и вопрос трудоустройства выпускников. К примеру, не так давно между колледжем и Алиюртовской швейной фабрикой достигнуто взаимовыгодное соглашение. Вы знаете, у нас есть фабрика, на которой стоит оборудование последнего поколения. И, соответственно, мы выпускаем таких учащихся, которые уже будут уметь уже на практике как-то пользоваться этим оборудованием, шить, и пользоваться. И, соответственно, в рамках нашего колледжа мы открываем такой оборудованный кабинет именно с их оборудованием, чтобы наши выпускники уже имели представление. В образовательной программе обязательно не только теория, но и практика. Врачи проходят ее в региональных больницах. Швеи в ателье, а кондитеры нередко радуют своих наставников победами на международных конкурсах. Одно из самых востребованных направлений – сестринское дело. Есть определенные занятия, есть практики, проходят именно в этом колледже. Практикуемся сначала на муляжах, а потом уже идем на практику. Проходили мы практику в центральной районной больнице Сунжи. Практика прошла успешно, получили мы отличные отметки. СУЗы пользуются популярностью у бывших школьников еще и потому, что, поступая в колледж, сдавать ЕГЭ не обязательно. Здесь достаточно стандартного пакета документов. Аттестат, 2 фотографии 3×4, копии паспорта и ИНН. Многие выпускники колледжа советуют своим друзьям именно этот СУЗ. Я сегодня пришел с другом, мы долго выбирали профессию, выбрали профессию юриста. Я думаю, что эта профессия будет для него наиболее подходящей. Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи всем абитуриентам республики.
Колледж направлен на освоение самых востребованных рабочих профессий, а потому его выпускники редко остаются безработными. Приемная комиссия будет рассматривать заявки на поступление до 25 июля. Зарема Ивлоева, Мария Мистоева, Рахман Цуров. Новости 24. Борьба с мусором в нашей республике уже давно вышла на передовую. Благодаря слаженному взаимодействию компетентных органов и жителей в этой войне за чистый мир, казалось бы, уже близка победа. Но не тут-то было. Настоящий крик отчаяния поступил из Икажева. Местный житель жалуется на несанкционированную свалку. Частное лицо и муниципалитет не могут определить, в чьей зоне ответственности это антисанитария. Разбиралась в ситуации Марина Муталиева. Зимой, осенью они же у меня будут эту кукурузу покупать, своим скотинам давать. Они же себе делают это вред. Народу я обращаюсь. Больше никому. Просто не делать вот эту свалку. Если не могут вывести свалку, оставляют, пускай оставляют у себя дома эту свалку. Но зачем в полях засорять? Фермер Гирихан Авсажев в который раз обращается к сельчанам с просьбой не мусорить. Он вынужден выращивать кукурузу посреди гор бытовых отходов. Караулить днем и ночью и ловить каждую машину просто невозможно. Особо находчивые жители Икажева после того, как официальная свалка была закрыта, просто оставляют мусор в 300 метрах от нее, как раз неподалеку от земель фермера. С тех пор, как Гирихан впервые обратился в ответственные инстанции, прошло больше 2 лет. Главы администрации сменяются, а ситуация остается прежней. Вот она, фермерское хозяйство, вот кукурузу мы посадили. Это то, что вот здесь творится, там наверху, там творится. Дальше, если мы пройдем, там же творится. По этому поводу обращался в Икажевскую администрацию, когда там находился Пеков Аюб. Сейчас в данное время обращался. Я Лиютовскую администрацию обращался. Никакие. После этого я взялся, обратился к вам. К месту мусорной катастрофы спешно пожаловали госинспекторы в области охраны окружающей среды, а также представители местной администрации. Последние заявляют, что никто к ним не обращался по этому вопросу, хотя съемочная группа вместе с экологами была здесь еще 2 недели назад. Администрация точно в курсе происходящего, утверждают в Комэкологии. Очевидцы первым делом начинают выяснять, кому же принадлежит земля, на которой лежит весь этот мусор. Мы будем устанавливать владельца земельного участка. Если на неразграниченной территории, то вопрос будет к органу местного самоуправления. Если территория отведена под какого-то собственника, или какого-то арендатора, то мы будем иметь какие-то вопросы и к этому арендатору. Власти утверждают, что ответственность за санитарное состояние этих земель – частное лицо. Однако экологи полагают, что это земли сельхозназначения. Выяснить истину так и не удалось, зато сюда сразу же пригнали трактор и начали очищать территорию. Хотя, как нам потом сообщили, за нанятую технику деньги попросили у фермера. Видимо, местной администрации нечего опасаться, однако снимать происходящее на камеру съемочной группе почему-то не позволяют. Говорят, что сами во всем разберутся и проблему решат. Сейчас мы будем гортовать. Видите, машина гортовала, трактор. Здесь, значит, не совсем высохла почва, она пробуксовывает. В ближайшее время сейчас гуртуем дополнительно, и в ближайшее время будет вывезен на действующую мусоросвалку Сепцовск. Ну, это будет вывезено, а чтобы новые не привозили? Новые не привозили. Для соответствующему начальству надо подключить, правоохранительную систему. На законном основании передать эту охранительную дело. А кто это должен сделать? Не знаю, наверное, Папа Римский. Нет, ну вы мне скажите, кто поможет, чтобы сюда больше машины не приезжали? Это должны сделать глава администрации, соответствующая служба экологии. Нам должны помочь контролирующие органы, федеральные структуры. Говоря о свалке, которую недавно якобы закрыли, съемочная группа беспрепятственно смогла туда проехать. Это же могут сделать и грузовые машины с мусором. Свалка закрыта, но не ликвидирована, хотя всем главам администрации дано поручение вывести отходы на мусорный полигон в Сунжу. Здесь царит полная антисанитария, а порой отходы еще и жгут. В порыве отчаяния местные жители оставили на стене безмолвный крик о помощи. Они надеются, что мусорный вопрос в республике наконец будет окончательно закрыт. Марина Муталиева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Машук-2017 соберет инициаторов амбициозных идей со всего Северокавказского федерального округа. Ингушетию представит 145 участников. Им разъяснили основные принципы создания и защиты своих проектов. Подробности у Тамерлана Хамхоева. 5 минут – время, которое отводится участникам на защиту своих проектов. Молодым активистам рассказывают об основах составления и грамотной защите проекта на Машуке. Но первым делом, разумеется, о самом форуме. Здесь 182 человека подали заявку. Сегодня мы собрали не всех, а тех, кто был с проектом. То есть там сама программа по положению позволяет 30%
принимать участие без проекта. 70% должны поехать на Машук с проектом. Как проявить себя на форуме, распорядок дня в лагере и другие важные нюансы, о которых знает каждый, но напомнить об этом никогда не лишне, считают организаторы. Зарекомендовать нашу республику с самой лучшей стороны участники смогут, придерживаясь эсдела. В этом мнении собравшиеся единодушны. Прислушивайтесь к тем советам, которые вам дают. Юсуф, Аслан, все здесь сидящие, они как видели и наблюдали со стороны на протяжении многих лет, как этот процесс идет. Ну, даже если вы 2-3 раза были на Машуке, если вы не сидели с другой стороны, очень сложно бывает понять логику и чем руководствуются эксперты, потому что эксперты тоже такие же люди, и у каждого своя логика, свой субъективный взгляд. На форуме Машук в этом году нашу республику представит 145 человек. Неважно, какую сферу жизни общества затрагивает проект, главное, чтобы он был актуальным и востребованным, напоминают участникам. У Рамзана Балкоева свое видение, как можно решить проблему с перебоями электричества. Будущее за солнечными батареями, уверен он. Солнечные электростанции, они дал стабильное электричество, больницы, госучреждения, юридические компании. Сметная стоимость 400 тысяч, это составит 100 тысяч помощь в софинансировании ГИТХОН и аренда помещений, оборудование. В год экологии тема сохранности природы как никогда актуальна. Такую идею поддерживает и Ибрагим Балкоев. Его проект называется Green Help. Повышение экологической грамотности населения будет способствовать улучшению ситуации в этом направлении, считает он. Проект будет реализовываться во всех общеобразовательных учреждениях нашего города. В общем, сам проект соответствует стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, а также и стратегии экологической безопасности России до 2020 года. Выбрать одно приоритетное направление для региона сложно, говорят в Комитете по делам молодежи. Но основной темой на Машуке от Ингушетии станет 25-летие региона, которое республика совсем недавно отпраздновала с большим размахом. Из 145 человек у нас 120 проектов уже готово. Еще над порядка 9-10 проектов мы работаем и доводим их до логического конца. Принимать будем участие в полном составе. Акцент на самом форуме делегация Ингушетии делает на 25-летие нашего региона, будет представлять нашу культуру, историю нашего региона, историю Республики Ингушетия со дня ее образования. До начала форума у ребят еще есть время, чтобы доработать свои проекты. С ними будут заниматься специалисты из Коммолодежи. А сам форум стартует 5 августа. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Ну и МЧС нас информирует о знойной погоде. Высокая температура воздуха продержится в ближайшие 2 дня. Столбик термометров будут на отметке 40 градусов по Цельсию и выше. Имейте в виду. Ну и следите за новостями на канале Ингушетия. До встречи в эфире.